Здравствуйте! Это передача «История в настоящем». С вами я, журналист Лана Ильина. И сегодня у нас состоится разговор с первым заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрием Садовником. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Надо признать, Якутия – это особый регион, который отличается суровыми климатическими условиями. Как удается в таких условиях обеспечить комфортное проживание для якутян? Как работает сфера ЖКХ? Какие изменения есть в этой области? Наш регион, где температурный режим колеблется почти на 100 градусов, это, конечно, работа жилищно-коммунального хозяйства республики, оно дорого стоит. И в свое время при Вячеславе Анатольевиче Штурове о том, что оставить большую часть республики в зоне контроля государства. И сегодня государственное унитарное предприятие ЖКХ Республики Саха-Якутия работает на более половины территории республики. Ну и также другие ресурсники уже более ответственно приходят и работаем, как говорится, здесь в контакте, в связке. И многие аварии последние, они связаны второстепенных сил, скажем, да, ситуации, которым сбивают опоры, компенсаторы. Конечно, есть аварии, которые связаны с инфраструктурой, которые у нас оставляют желать лучшего. Работа жилищно-коммунального хозяйства составляет особую зону ответственности. В последние годы в республике построено около 100 котельных, суммарная мощность которых составляет 3 мегаватта, и проложено порядка 800 с лишним километров теплосетей. Подключение к центральному отоплению является жизненно важным вопросом для жителей села, и в последние 5 лет подключено более 6600 частных домов. Это, безусловно, влияет на благополучие граждан, и работа эта продолжается. Сегодня наладили работу со структурами Росгидро, частными структурами. Конечно, в свете повышения цен на ресурсы, на тот же уголь, нефть, электроэнергию, конечно, вопросы есть, но мы удерживаем, и пока такого не было, что мы теряем ту или иную, скажем, компанию, предприятие, которое связано с ЖКХ. ЖКХ – это ежедневная работа, начиная, как говорится, кочегарами, кончая, как говорится, руководством того или иного предприятия. Работа ЖКХ – это не только тепло, но и забота о здоровье. По федеральному проекту «Чистая вода» в республику за время ее реализации привлечено более 7 миллиардов рублей. Сегодня завершена работа первого этапа 2 водоочистных станций. В городах Алекминск и Покровск подготовлена сеть в селе Верхневилюйск, в селе Андреевском Верхневилюйского района, благодаря чему более 30 тысяч человек сегодня обеспечены чистой водой. В деревнях 70% населения тоже должны получать чистую воду. И вот в этом плане мы сегодня работаем по 4 населенным пунктам реализации той же Алекмы 2 этапа, село Амга Амгинского района, Тунтарс и Бердигестях, где водоочистные станции должны работать. В следующем году, это в 2024 году, мы должны работать в поселке Бестях Ангаласского района, Батагай Верхоянского и село Алтан Самгинского района. Также проектно-сметная документация уже прошла экспертизу и в виде заявки подана по городу Нюрба. И мы будем работать в этом направлении и стараться выполнить показатели, которых сегодня мы имеем. Одним из главных таких, скажем, первых поручений Арсения Сергеевича в части чистой воды было, безусловно, связано с той ситуацией, когда была загрязнена река Вилюй. И был указ главы по развитию систем водоснабжения Вилюйской группы районов, где мы ввели 16 модульных водоочистных станций, построили 10 водозаборных скважин, и в 13 населенным пунктам были проведены геологоразведывательные изыскательные работы по поиску подземных вод. Кроме этого, по этому указу, по этой программе мы купили 17 единиц водовозной техники, которая сегодня работает по данных населенных пунктах. И, конечно, это тоже отдельный пласт работы, в котором
считаю, справились. И сегодня те населенные пункты, которые лежат вдоль реки Вилюй, у них станции есть. Канализационно-очистными станциями республика оснащена слабо. Они есть только в больших городах и в населенных пунктах, где развита промышленность. И этот вопрос, безусловно, требует особого внимания. С 2018 года были построены водоочистные станции в Нижнем Бестяхе Медино-Кангаласского района, в селе Придегостях Горного Улуса, в поселке Сырдах Усть-Алданского района, в поселке Верхневилюйск Верхневилюйского района и городском округе Жатай. Сегодня проектирование канализационно-очистных станций силами муниципальных образований идет, но где-то хорошо, где-то плохо, да. И, конечно, по этим станциям мы ведем реконструкцию и водопроводного, и канализационного хозяйства. В частности, в городе Нерюнгри мы завершили первый этап. И сегодня уверенно работаем и по второму этапу этого, скажем, молодого города Якутии. В 2025 году в городе Нерюнгри исполнится 50-летний юбилей, и мы к этому юбилею постараемся и реализовать. По городу Якутску тоже город, мы видим, что он развивается, и, безусловно, водопроводное хозяйство города Якутска тоже вызывало и требовало внимания со стороны властей, что городского хозяйства, что, безусловно, республики. И сегодня ведется работа по реализации коллектора номер 3, первого-второго этапа и водоузла номер 5. И, конечно, жители сегодня этого не испытывают, но этот вопрос все равно не стоит на месте. И по мере развития территории, по мере развития строительного блока, этот вопрос двигается и развивается. В последнее время нередки были случаи в Якутии у нас аварии по линии энергетики, и вот какая работа проводится и какой прогресс есть в этом отношении. 2018 года сложился, скажем, центральным районом каркас единой энергосистемы, где с вводом ряда станций, подстанций мы ушли от изолированных районов, центральных районов, западного энергорайона и южно-якутского. И мы вошли в объединенную энергосистему Дальневосточного федерального округа. Да? И мы ее ввели 1 января 2019 года. И сегодня этот в целом курс большой, и итоги этой работы составляют то, что вот единую энергосистему подключены 82% населения республики. Какие меры были в этом плане реализованы, то это воздушные линии на 220 киловатт от мая в двух цепях протяженностью 36 километров. Воздушные линии Пеледуй-Сухой Лог протяженностью 262 километра. И воздушные линии на 110 киловатт Хандыга-Нежданинская. Казалось бы, хорошее дело, однако оказались неучтены климатические условия Якутии, и нередко случались аварии. В 2021 году, благодаря инициативе Айсена Николаева, федеральный штаб, касающийся энергообеспечения всего Дальневосточного федерального округа, был проведен в Якутске. И сегодня, вот, благодаря работе главы правительства, регионального министерства, были договоренности, чтобы полностью была проведена реконструкция, в частности, подстанции Мая. Что сегодня делается, сам глава инспектировал эту работу, общался с энергетиками и, как говорится, воочию увидел, какая работа ведется. И энергетики показали те выводы, которые они сделали в свете тех аварий, и ту работу, которая сегодня ведется. И мы сегодня надеемся, что таких больших аварий, которые происходили, сотрясали наше население, их не будет. В последние годы Якутия вышла на рекордные темпы строительства дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». С 2010 года в республике строилось 150 километров дорог в год, а с 2020 года эта цифра выросла в разы и составляет не менее 500 километров в год.
Сегодня Якутия занимает второе место по укладке дорожного полотна, введено более 900 километров дорог и построено порядка 50 мостов. Вопросы транспорта — это прежде всего связано с реализацией национального проекта БКД «Безопасные качественные дороги». И последние годы Якутия большая работа в этом направлении, безусловно, связана и работа сопутствующей инфраструктуры, части транспорта, это части авиации. У нас идет реконструкция аэропортов по комплексной модернизации инфраструктуры 15 аэропортов республики, таких больших городов, как Якутск, Нерюнгри. И мы не только, как говорится, внимание уделили этим большим, как говорится, населенным пунктам, но и таких населенных пунктов, как Хандыга, Зырянка, Сангар. Все в этом плане, как говорится, работа не стоит на месте, и мы работаем. Несмотря на то, что сегодня экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего, но все равно республика в этом плане, благодаря работе главы региона, правительства, оно двигается. Большим из самых, считаю, наших достижений и услышания народа, то считаю, что это достижение субсидирования билетов для жителей Арктики, арктических районов. Охват населения такими билетами выросло от 7% до 51%. И сегодня это один из таких хороших показателей именно вот по арктической зоне. Развивается и железная дорога, транспорт. И с 2018 года количество перевезенных пассажиров увеличился на более 200%. У республики большие планы по обновлению общественного транспорта. В 2022 году, в канун столетия республики, было приобретено 100 автобусов, открыт ряд межмуниципальных маршрутов, которыми сегодня население активно пользуется. Накануне 8-х международных игр «Дети Азии» ожидается еще обновление автобусного парка. Конечно, наша работа, безусловно, связана с тем, чтобы и конечная цель, и требование главы такое, чтобы мы увеличивали работу в наших направлениях. И конечная цель – это качество проживания, благосостояния нашего населения.